6 октября 1893 года на территории Чечни забил первый нефтяной фонтан из скважины, пробуренной промышленным образом. Именно с этой даты отчитывается становление и развитие нефтяной промышленности в нашей республике. Постепенно добыча нефти росла. В советское время, когда счет пошел на миллионы тонн, было принято решение о строительстве в Грозном комплекса для переработки сырой нефти. Более 70 лет Советский Союз добывал и перерабатывал нефть в Грозном. Причем мощности Грозненского нефтеперерабатывающего комплекса были настолько велики, что сюда на переработку гнали нефть и из Баку, из Крайнего Севера. Просто назовем одну цифру. 21 миллион 600 тысяч тонн нефти было добыто в Чечено-Ингушетии в рекордном 1971 году, а мощность перерабатывающего комплекса составляла около 30 миллионов тонн нефти в год. Такая идиллия продолжалась до 1991 года, хотя начиная с 1971 падали и добыча, и переработка. С 1991 года начинается разрушение нефтекомплекса республики. То, что не успели федералы, подвергшие комплексы добычи и переработки нефти тотальным бомбардировкам, доделали черные металлурги, разобравшие заводы буквально по винтикам. Одним словом, все, что годилось на металлолом, было демонтировано и вывезено. Сегодня начинается новый этап возрождения нефтекомплекса республики. И если стараниями государственной нефтяной компании «Роснефть» и ее дочки «Грознефтегаз» добыча нефти в республике возрождена и даже преодолен психологически и экономически рентабельный рубеж миллион тонн нефти в год, то теперь начинается новая фаза. В Грозном будет построен нефтеперерабатывающий завод. Договоренность об этом была достигнута в начале февраля во время визита в нашу республику президента компании «Роснефть» Сергея Богданчикова. У нас действует закон и идет с полным ходом процветания. Поэтому, где безопасно, туда можно вкладывать средства. И так компания приняла решение, вот они уже 100% были убеждены, что на территории Чеченской Республики мир, у нас главенствует закон. Строительство начнется в 2011 году, а уже в 2013, как предполагают договаривающиеся стороны, завод начнет давать продукцию. Производственная мощность составит более 1 миллиона тонн нефти в год, то есть все добываемое в Чеченской Республике черное золото будет перерабатываться здесь же. И как было особо подчеркнуто, завод станет самым современным и оснащенным в мире, в ряду себе подобных. Завод будет на момент его ввода лучшим в мире, подчеркиваю, построен по всем международным стандартам и российским, которые зачастую пожестче мировых бывают. Первоначально компания «Роснефть» планировала строить завод в соседней Кабардино-Балкарии, но, видимо, доводы и аргументы чеченской стороны оказались убедительнее условий, предлагаемых руководством Кабардино-Балкарии. У нас студенты, когда я встречался с ними, я даже не знал, что они так интересуются. Когда заявили, что Кабардино-Балкария, вот все, вот каждый старик, женщина, ребенок спрашивали, почему вот у нас не строят завод, почему это. Вот сегодня вот на все вопросы вы сами ответили. Президент Чеченской Республики отметил, что уже рассматриваются варианты к тому, чтобы завод обладал более высокой производительностью, чем предполагается сейчас. Не секрет, что в недрах республики разведаны глубинные залежи нефти, которые пока не разрабатываются в силу высокого содержания сероводорода в нефть. Это обусловлено экологической безопасностью. Со временем, с освоением новых технологий, их разработка будет начата. Нельзя сбрасывать со счетов и варианты переработки привозной нефти. Разные есть информация, вот специалисты, которые работали, вот старики, которые там работали в Советском Союзе, там, именно в этом направлениях, они нам не давали сказать, какие у нас возможности. Планируется, что только на первом этапе вложения в строительство завода составит более 20 миллиардов рублей. Эту сумму не заложено создание сопутствующей инфраструктуры. Тем не менее, Сергей Богданчиков заверил, что вместе со строительством самого завода будут создаваться и все социальные сопутствующие производства. Соответствующий, конечно, набор инфраструктуры нужен будет жилье, вот, какие-то иные еще объекты. Я думаю, что вот при следующий мой приезд, при рассмотрении, как я уже информировал президента, так скажем, расширенного варианта технико-экономического обоснования, по сути, это уже такой понятный и детально проработанный будет проект, тогда мы будем смотреть, какие социальные объекты войдут. Во время своего визита глава Роснефти совершил поездку на место будущего производства в Заводском районе. Здесь уже начаты работы по расчистке территории будущего строительства. И если название района, Заводской, до сих пор было лишь отголоском прошлой экономической мощи, то уже в ближайшее время оно снова станет оправданным. Нам придется благоустроить территорию вокруг завода. Я видел там остатки
разрушения, которые с прошлого периода. Естественно, мы их демонтируем. Завод будет полностью автоматизирован. Тем не менее, без человеческих рук здесь не обойтись. А в этом создание новых рабочих мест – главная задача для руководства республики. Да и специалисты здесь будут в основном доморощенные, выпускники Грозненского нефтяного института. Высшее учебное заведение с богатой и яркой историей всегда выпускало специалистов, востребованных в любой точке нашей страны. Теперь они, наконец, будут востребованы и у себя на малой родине. Сразу же после встречи с Сергеем Богданчиковым Рамзан Кадыров встретился с министром промышленности и энергетики республики Алгузуром Абдулкеримовым. На этой встрече перед министром была поставлена задача активизировать работу по разведке новых нефтеносных районов и привлечению добытчиков нефти за пределами республики с целью переработки их нефти на Грозненском заводе. Специально для этих целей создана совместная комиссия Минпрома Чеченской Республики и нефтяной компании «Роснефть». Заниматься нефтепродуктом, заводом. Это сегодня они вопрос поднимают, что у нас через 5 лет, 6 лет у нас добыча нефти снизится до 1 миллиона тонн больше. Это недостоверная информация, просто они мотивируют 100% что больше ставили мощностями завод, когда миллионных больше будешь, когда там авианчинцы, надо было в рамках не там проработать, если заложить дели, совет решение, лечить, миллионы кэш, да, я миллион 500 долларов, более 1 миллион мы можем добывать нефть, год свободен 2 миллиона тонн, если Роснефть будет защищать, не нарушать именно систему, заложенную природную. Нет, да, личное соглашение. Вот нарушать это, он дальше он босса будет, это без скважин, что она есть реконструкции, он теории еще такие ренцевых, до заморозить начал 200, 300 скважин на бумагах 1300 евро, на самом деле 200 было бы сейчас. Я на самом деле, я один малое правительство, не цель, что мы будем писать, когда на месте заместителя председателя Игоря Сечина имеет президент компании Сергей Михайлович конкретно была бы бизнес. Сейчас территория, на которой когда-то располагались объекты нефтепереработки, единственное место, которое напоминает о прошедших войнах. Но уже очень скоро здесь начнет функционировать самый современный в мире нефтеперерабатывающий завод. Соответственно, будет благоустроена и вся прилегающая территория. Но важнее другое. Новый завод станет еще одним звеном в цепочке возрождающегося промышленного потенциала республики. Следовательно, уже в ближайшие несколько лет Чеченская республика вернет себе звание промышленного лидера Кавказа. Начало уже положено.